Представьтесь. Помню этого человека как самого позитивного, самого доброго человека, который желал всем добра и хотел всегда мира. Он всегда мог придумать из негатива, сделать всегда позитив. Это меня всегда поражало, как это возможно перепрограммировать человека из плохого в хорошее. Я вообще поражалась, я была в его мастерской, я удивилась, что у него из бытовых предметов было всего лишь там пара кастрюлек и телевизорчик. Все остальное это искусство. Это картины, это коробки с афоризмами, с какими-то идеями, мыслями. Это меня всегда поражало, как можно там жить, даже диванчиками, даже плечами. То есть узенький проходик был, где он спал. Все его весь день и всю ночь окружало искусство. Этот человек принадлежал великому искусству. И он еще очень много предсказывал. Многие, наверное, знают. Сестра хотела подойти, но не смогла подойти. Сказала, что предсказала, что будет ее сын, то есть вот племянник племянник. Он обычно предсказывал 3 до года и до дня, все сходилось, и даже думаю, подбегали, говорили, что все сбылось. Все как он говорил. Я так поняла, что он тоже чувствовал, что это приближающееся еще летом. Только он об этом никому не сказал. Спасибо. Товарищи, кто еще желает? Нет желающих? На этом траурный митинг закрываем. Я уже сказал, будет похоронен в Ускуломе, поедут туда родные и близкие. А мы здесь попрощаемся еще раз. И пусть он всегда будет в нашей памяти. Человек жив до тех пор, пока он в людской памяти.